сволочи депутаты там. Ты, да, блин, хорошие эти плевки качать, у нас в Джоркинеше даже туалет воняет. Твои сволочи депутаты, на, порули моим бизнесом, пока я тут 5 лет буду говорить. Козлы вы там все. Будешь меня интервьюировать, да? Да. А как мне? На вы, на ты, на это? Как вы хотите? Они там, да? Мне кажется, на ты удобнее, На да? ты? Да. А ты сможешь на ты драться? Не, я не буду. Да, ладно. Нет, неудобно. Да. Астан Далбаевич, вы часто вспоминаете про университетские годы? И где-то в 2015 году вы писали письмо в прошлое себе. Ну, было, наверное, было. Да, в одном из пунктов этого письма вы говорите: перечитай заново право интеллектуальной собственности. Да. Проблемы с этим курсом? Да, труба, я, если честно, чуть прохаляю этот курс. Вот, и сейчас, когда вот сталкиваюсь с вопросами интеллектуальной собственности, я судорожно перечитываю, читаю, и где-то вещи некоторые непонятные. Вот, ну а так, да, я, наверное, с удовольствием сейчас все сначала прошел бы этот курс. А он сложный или... Ой, он очень сложный. В юриспруденции на самом деле очень мало таких людей, кто разбирается или шарит вот в этих патентных делах, авторском праве. Расскажите про ваши университетские годы. Вы часто их вспоминаете? Ну как вот, когда с ребятами собираемся, если собираемся, тогда я вспоминаю. Иногда я рассказываю своим вот помощникам, какой фигней мы там занимались. Вот, но университетские годы, я думаю, они ничем не отличаются от будней студента. Ну, мы ходили там на переменах, кушали самсы. Было время, когда... Это еще самсы, еще это такие классные деньки, можно сказать, да, там. Вот, а было время, когда мы вообще кушали там майонез, там, я не знаю, провансаль какой-нибудь, там, назик, да, и с лепешкой. Вот. Вы увлекаетесь рок-музыкой? Нет, я не увлекаюсь сейчас рок-музыкой, вообще музыкой сейчас не увлекаюсь. Я раньше как-то так слушал рок-музыку, это, наверное, все-таки было годы юношества моего. Вот. Ну и слушал такую, ну, всякую хрень тяжелую. Ну, вот. Ну почему хрень? Ну, блин, у меня сейчас, если честно, голова болит от такой музыки, я долго не могу ее слушать сейчас. А вы вообще не слушаете, получается? Не, я иногда слушаю, но это по-разному бывает, по настроению. Вот. Скорее всего, больше как фон сейчас. Вот. Да. Вы часто используете соцсети вообще? Ну, не часто, каждый день, наверное. Каждый день, да? Да. Для освещения своей деятельности? Да. Хотя вообще надо пореже, если честно. Почему? Это очень много времени забирает. И личного времени. Причем я же тоже человек, я должен как человек жить, быть там, я не знаю. Вы ведете свои странички? Ну, смотря когда, смотря что именно ввести, да. То есть у меня есть там Твиттер, это так, я там пописываю, некоторые нервничают, мне говорят, вот вы сволочи депутаты там, вы лучше, чем строчить в Твиттере, лучше идите делом займитесь. А я считаю, что они должны быть вообще, спасибо сказать, что я вообще что там строчу, да, там, информирую, я могу вообще этого не делать, мне это нафиг не надо, да, если честно. Но это получается, то, что вы так активны в социальных сетях, это проявление тех принципов, которые вы говорили, должны руководствоваться при определении деятельности государственных органов. Ну, Порядочность, открытость и прозрачность. все верно, прям четко, прям из моего отчета взято. Ну, когда, да, вообще, когда ваши странички пролистываешь, создается ощущение, то, что вам не все равно, какая действительность на самом деле, и фидбэк какой-то может получить. Ну, конечно, не все равно. Ну, хочется эту реальность как-то менять. Вот. Где-то это удается, где-то нет. Надо откровенно это признавать. Но все то, что в моих силах, надо делать. В нашем понимании просто обычно депутату, которому не все равно, это не норма. Ну, не, я знаю, норма это типа депутат дурак, там вообще спит, там, я не знаю, не ходит на заседание. Да, общепринятое понимание, но оно искаженное сейчас, оно сформированное больше средствами массовой информации, но еще такая фигня есть, сейчас же даже и 15-летний, и умалишенный, и очень умный, все же мы равны в социальных сетях же, правильно же? Да. Любой может там всякую фигню написать, и мне кажется, там очень много искаженной информации. Надо понять одну вещь, что даже вот быть в числе 120 людей, принимающих решения, это уже много чего, да, это много чего.
Это автоматически этот человек не дурак, раз он туда пришел. Да, бывает, он ляпы сказал, вот там кто-то кого-то стесняется, да, там вот в маршрутах, там, я не знаю, в маршрутке кто-то ездит, там, он их стесняется. Но это обусловлено тем, что просто человек живет очень богато, он никогда не сталкивался с проблемами, там, обычными проблемами людей, но он купил себе право говорить. Вот. Но он не дурак, да, как хотят его представить, он абсолютно не дурак. Там дураков нет. Вот. Вот вы сказали там про маршрутки, про то, что стесняются. Когда мы, ну, я лично от своего мнения говорю, простые люди, не те, кто решает, не принимают законы, для меня это кажется так, то, что депутаты максимально оторваны от действительности, которая происходит сейчас. Да нет, это тоже неправда. Люди вот в этом ошибаются. Просто это создается впечатление из отрывков выступлений. То есть не из цельного выступления. Вот. А депутаты такие же люди, у них есть дети, жены, я не знаю, любовницы, может. Но они все эти люди так или иначе сталкиваются с проблемами граждан, с проблемами, которыми сталкиваются граждане. Вот. Поэтому, я не знаю, я думаю, что это слишком, ну, как бы, ну, как-то не... Да, утрировано, что вот мы там оторваны. Да нет, от чего отрываться, если ты даже не поднимался, да, никуда там. Тебе просто дали значок, тебе там, я не знаю, там, выдали удостоверение, все, сказали, вот тебе микрофон, ты можешь говорить, что хочешь, можешь писать, что хочешь, там, я не знаю, там, вот, и каждый эту возможность по-своему использует. А так нет, ничего там, никто не отрывался. Умеют ли депутаты смеяться над собой? Я встречал и встречаю очень много своих коллег, которые, ну, в принципе, к самоиронии очень хорошо относятся. Это нормально, я в том числе. Вот. Ну, вас мы знаем, да. Ну, вот, я и, в принципе, если надо мной где-то в соцсетях прикалываться, у меня нет такого, вот козлы вы там все. Я, наоборот, я поддерживаю это. Я даже поддерживаю приколы там про незрячих, там, вот, то есть к этому тоже нормально отношусь. Джалиль, он учится на факультете международных отношений. Он, когда писал свою дипломку насчет парламента и количества депутатов, он писал всем депутатам, чтобы узнать их мнение и, возможно, как-то проделать, ну, лучше сделать свою работу. И из всех депутатов ответили только вы ему. Наверное, мне нефиг было заняться. Это так, наверное, многие бы сказали бы, честно говоря, зачем ты студенту отвечаешь, займись там лучшими там, глобальными вопросами. Но на самом деле для меня глобальный вопрос это вот из деталей он состоит. Да? Вот я иногда поднимаю там вопрос, там, говорю, вот у нас в Джоркинеше даже туалет воняет, ну черт побери, а мы еще хотим какие-то проблемы в стране решать, да. Потом я говорю, ну вот давайте с плевков начнем решать какие-то проблемы. Мне говорят, да блин, хорошие эти плевки качать, у нас же вот, видишь же, сколько проблем там, проблем терроризма, сирот, я не знаю, там, коррупции и так далее, да. Но все начинается с деталей. Если мы на детали не обращаем внимания, да, если я вот так же буду относиться, там, я не знаю, к студенту, нафиг как бы его пошлю и даже ничего не буду отвечать, это отношение мое отношение к этому человеку и мое отношение вообще к работе, да. То есть, когда надо, я этим занимаюсь, когда надо, я не занимаюсь. Но так не должно быть. Если ты хочешь решать какие-то реальные глобальные вопросы, ты должен начать все как бы с мелочей. Как у вас на это все времени хватает? И законотворческая деятельность, и отвечать людям, и, получается, принимать людей, еще и социальные сети. Я потому что этим занимаюсь с утра до ночи, это действительно моя основная работа. И я думаю, у многих бы коллег моих то же самое получалось бы, если бы они не смешивали это со своей, ну, там, с предпринимательской деятельностью, там, с поиском выгоды где-то, да, там. Их тоже понять можно, они все люди, они пришли, кто-то с бизнеса пришел, он не может просто взять, вот кому-то отдать, там, сказать, на, порули моим бизнесом, пока я тут 5 лет буду говорить, да? Нет. И он, конечно, он там понедельник, вторник, он занимается своими делами, там, я не знаю, там, в среду, четверг он приезжает, там, думает, что бы сказать, там, как бы по телевизору мне показали. Я не говорю это про всех коллег, но есть, ну, вот если судя по большинству, то, к большому сожалению, они не занимаются основной работой с утра до вечера. Есть те, которые занимаются, но таких мало. И я думаю, это проблема не только у нас в Кыргызстане, это проблема и в России, и в Казахстане, и в всех странах СНГ, да, там. Вот. Ну, почему такая фигня происходит? Я думаю, все потому, что, ну, те, кто пишет правила, их же никто не наказывает, да. Они в основном наказывают, но их никто не наказывает. Вот.
Насколько граждане вовлечены в процесс разработки законов? Да никак, по сути, не вовлечены. Там есть, смотря какой законопроект, есть такие законопроекты, где всякие НПОшки, они вот, у них есть гранты, проекты, они как-то финансируются кем-то, да, кем-то поддерживаются, вот поэтому это у них основное занятие. Они поэтому что-то предлагают, там, приходят, встречаются, там, объясняют. А по большинству, большей части граждан, им как бы все равно. Они потом уже, когда сам закон уже принят, они потом возмущаются, вот видите, оказывается, вот такой закон тупой был. Вот. А так, к большому сожалению, вовлеченность очень маленькая. То есть намного лучше было бы, если бы сами участвовали и, получается, были бы частью закона? Ну, тут, как сказать, тут не может же бабушка, которая на базаре продает, там, читать законопроекты какие-то, там, придумывается, да, там, ей надо работать, зарабатывать, или там фермер, допустим, он сидит у себя там с утра до вечера думает, как урожай получить, но он же не будет сидеть законопроекты читать. Мне кажется, этим должны заниматься в большей степени, ну, юристы, и в университетах студентов уже должны обучать, журналисты те же, экономисты, то есть те, кто непосредственно занимается какой-то вот такой интеллектуальной работой, да? Для них это должно быть интересно. Парламент же, у него две функции: издание законов и... 3. Я профан. Да, 3. Это законотворческое, когда мы издаем закон. Представительское – это когда мы встречаемся с гражданами, общаемся, их проблемы слышим и потом передаем их. И третье – это контрольная функция, это когда мы контролируем, как исполняется. Вот я хотел спросить про третье. Насколько хорошо она выполняется? Очень плохо. Я тоже очень плохо. Я тоже очень плохо. Это все из-за того, что у меня всего лишь там 1-2 помощника, да, там. И нереально, вот, допустим, вот сегодня ко мне пришло письмо, жалуются на целое там ведомство. Я честно скажу, я не в состоянии проверить это ведомство. Мы можем создать, если это прям резонансное дело, мы можем создать рабочую группу, мы иногда так делаем, и тогда можем проверить. А иногда бывает депутатская комиссия, это очень редко, но по резонансным вообще прям в обществе, которое там обсуждается по этим вопросам. А так в целом, допустим, по проблемам здравоохранения, там еще что-то, контрольная функция, она практически не осуществляется, потому что у депутатов нету реальных кадрового такого потенциала. Я вот знаю у корейцев, допустим, в Южной Корее, у одного депутата там 11 помощников. Сейчас кому-нибудь скажи, все скажут, да нафиг столько вообще депутатов финансировать, там, и так они дорого обходятся, еще им 11 помощников дай. Но с одним помощником никогда ни один депутат до конца не сможет что-либо проконтролировать. Это я откровенно говорю. Почему? Не, ну это нереально же. У тебя же и так много, каждый день писем. Мы можем вот даже сесть, посмотришь, сколько писем приходит. Там кто-то деньги просит, вот кто-то пишет тебе там по поводу своей дипломки. Почему не увеличить количество помощников? А это же финансирование, откуда деньги, а потом граждане скажут, да вы и так проедаете 786 миллионов. Но у нас там можно, конечно, сократить, у нас можно там структуру аппарата Джогурку Кинеша сократить. Но это невыгодно для тех, кто туда своих людей протаскивает, видите. Там у нас есть отделы комитетов, у нас аж 9 отделов, потом еще свой аппарат Джордж Кинеша, туда, я не знаю, там, я не слышал, что был какой-то открытый конкурс там. Вот. Но было бы хорошо усиливать депутата, а не сам Джогурку Кинеш, потому что Джогурку Кинеш, как орган, он лишь помогает депутату. А на самом деле люди же не приходят вот к Джогурку Кинешу, какому-то руководителю аппарата Джордж Кинеша, не обращаются, они же к депутату приходят. Вот. А у нас все расходы в основном это на аппарат Джордж Кинеша возложены, там, где сотрудники обычные работают. Исходя из ваших слов, складывается впечатление, то, что и депутаты, у них есть свои проблемы и преимущества, и у людей тоже. Конечно. И нет общения как такового. Не, почему общение есть, но там обычное общение как вот с людьми заканчивается? В основном приходят люди, дай денег, дай квартиру, там, вот, сходи в суд, помоги мне там судебным делом, или там кого-то сажают, там, вытащи моего сына, там, вот, в основном такое общение. Помимо этого, никакого другого? Ну, Чтобы, это я спрашиваю к тому, чтобы и люди поняли депутатов. редко бывает так, чтобы там человек пришел, сказал, слушайте, вот тут вот в законе вот такая дырка, вот этим пользуются те-то, те-то. Ну, то есть бывает такое, но очень редко. Вот, а так в целом, в основном приходят, вот я сразу говорю, это вот номер один, это материальные просьбы.
Людям не интересно, они даже не знают, кто такой депутат, я вам честно говорю. Они думают, что мы как в правительстве, то есть у них смешанное понятие. Министр, депутат, они думают, это одно и то же. Они думают, что мы там каждый день к президенту ходим в гости, там, вот, они говорят, вот приходят, говорят, ну, вы президенту передайте, чтобы он нам денег дал. Там. Вот. А если ты говоришь, я не могу президенту сказать это, ну, тогда зачем ты тут сидишь, там, начинается, да, то есть такие вопросы, понимаете. Вот. А так номер один это только деньги. Деньги дай, квартиру дай, землю дай. И как бы людей я не обвиняю ни в чем, абсолютно. Это просто у нас такое положение в стране, к сожалению. Вот. Но в то же время это нереально, да, вот их всех обеспечить какими-то материальными благами. Мы когда зашли к вам в офис, у вас много школьников сидело, волонтеров, Не школьники, студентов. студенты, да. Студенты. Вы их набираете в открытом конкурсе, получается? Да, конечно, у меня же всегда я на фейсе, там, везде публикую. И даже помощника вот я недавно себе отобрал через открытый конкурс. У меня нет такого там пакета, гей, там еще кого-то. Нет, все как по чесноку. Вот. Так что и еще буду отбирать студентов. Не, у меня студенты, я считаю, что надо вот студентов привлекать к работе. Вообще в университете вот одна есть ошибка, много теории дают и мало практики. Это по крайней мере у нас. А по идее должны давать больше практических знаний. И довольны ли вы их работой? Я, конечно. Если я недоволен, я их просто увольняю, и все. Вот. Но почему говорю увольняю? Потому что они у меня же и хоть маленькие, но какие-то деньги тоже получают. У меня практика, она тоже не бесплатная. Она не бесплатная. Я думал, они все на... Хотя бы обед они получают. Ну, это хорошо, да. Теперь возвращаясь к теме про государственные органы. Какой орган, по вашему мнению, работает лучше и хуже всего? Какой орган? Да. Наверное, большой. Нет, мне кажется, сложно выделить это, какой лучший. Ну, Когда тут же как же, когда вся команда плохая, тут хороших выделить очень сложно. Но я думаю, что вроде так нормально работает эта регистрационная служба. Они хоть что-то сделали в плане выдачи паспортов. Легче стало, реально. Это вот за 7 лет это то, что можно почувствовать, потрогать. Вот, регистрационная служба, мне кажется, самая классная. А вот самая плохая, мне кажется, это Министерство внутренних дел. Там все капитально, да, там тяжело. Что есть, что нет? Ну, нет, не то, что если их не будет, еще хуже будет, конечно. Но просто там все сращивание происходит уже и тупости, и криминалитета, и вообще. Вообще у людей, как таковым депутатам, особого доверия нет. Мне кажется, по моему мнению, по моим ощущениям. Но когда я вас смотрел, вашу биографию, ваши статьи, вы кажетесь таким островком адекватности. Джордж Кукинеш. Может быть, это... Какова вообще ваша... Не то что... Что помогает вам делать это? Что вам помогает думать не только о себе, скажем так? Я пришел туда не просто так, да? Не просто заниматься собой, своими делами. Все-таки хотелось бы что-то поменять, и, наверное, где-то хочется тоже себя вписать хорошими буквами в историю. Вот. А что касается, адекватности, я не знаю, меня же ведь тоже, в меня тоже там камни кидают периодически, если что-то скажешь такое, такой-сякой, И это нормально. То есть сегодня тебя аплодируют, завтра эти же люди, которые тебя аплодировали, они тебя виртуально закапывают. Это нормально, к этому надо привыкать. Поэтому я считаю, что адекватных, в принципе, там тоже достаточно. Вот я иногда смотрю просто, вот иногда люди так ненавидят этого, какого-нибудь депутата, а потом про него же пишут хорошее резко, когда он что-то такое поднимет, острый вопрос какой-то. Вот, поэтому это измерение, оно такое очень иллюзорное, да, сегодня о нем хорошо говорят, завтра плохо, послезавтра опять хорошо. Вот, то есть замерить очень тяжело общественное настроение. Ну, а так я думаю, что кто бы ни пришел бы в парламент, вот даже ты придешь, станешь депутатом, поверь мне, и про тебя начнут писать плохое,
Вот. Сперва будут говорить: о, классно, молодой, подающий надежды человек. А потом, через некоторое время, начнут говорить: вот он подавал надежды, а сейчас молчит. А почему он этот вопрос не понимает? А почему тот вопрос? То есть от тебя слишком многого хотят, на самом деле. Чем ты можешь? У тебя возможности не такие велики, но от тебя ждут, вот сегодня и сейчас ждут каких-то решений. Хотя решение принимается там в правительстве или президентом, да, по большей части. С чем это связано? Люди не понимают то, что их жизнь только в их руках? Нет, люди, мне кажется, просто у нас слишком большие надежды всегда на какое-то руководство. Мы просто привыкли так жить. Это Советский Союз, так было принято, что руководитель, он умнее тебя, ты глупее его, и все решения от него. И оттуда, мне кажется, все это исходит. Вот. А если мы возьмем там развитые страны, то они никогда не ждут там каких-то суперских решений там, от депутатов. Они знают, что это менеджеры нанятые. То есть это не такое отношение: ты слуга, да, ты обязан, да, там все, вот ты наш раб, нет. Да, они говорят: ты наш менеджер, давай ты решай вот эти вопросы. У него поставлены задачи, он пытается их решить. Там в Европе тоже, конечно, и критикуют депутатов, но в то же время они не возлагают на него надежд на то, что он решит их личные какие-то вопросы, личные проблемы. То есть, если у тебя денег не хватает дома, это не депутат виноват. Возможно, ты сделал 5 детей и не подумал, как прокормить этих детей. У нас, к сожалению, сразу виноваты депутаты, и правительство, и государство. Ну, вот. ÖКМЕТ, парламент. Вот. Или, допустим, ты взял в долг и не мог отдать. Да, такое бывает, но в этом же никто не виноват, там, помимо тебя самого, да? Но люди этого не осознают, они приходят, они говорят: вы виноваты. Вот, вы ничего не делаете, чтобы я от этого долга освободился, да, там. Бывает там, да, миллион таких разных проблем я вот встречаю, которые абсолютно от меня не зависят, и я знаю, что в этом случае человек сам сделал себе эту проблему. Но он приходит и говорит: вот вы в парламенте не решаете эти проблемы. У нас очень большие надежды возлагаешь на депутатов, парламенты, там, я не знаю, на правительство, чтобы он решал именно его личные вопросы. Но так не бывает и так не должно быть. По прошествии стольки лет после нашей независимости, как думаете, ситуация улучшается в стране? Я думаю, да. Я думаю, да, относительно да, в любом случае. Почему? Потому что если сравнивать с другими странами, конечно, мы, можно сказать, в одном месте, да, там, так можно сказать. Но если взять 90-х годах, что творилось, когда люди сидели, голодали, причем это не мало людей, а было много людей голодающих. А потом многие наши вот родители, кто-то спирт продавал, кто-то ездил в Китай, что-то привозил, сюда продавал. Вот у меня папа сам ездил там в Китай, там вещи приобретал, сюда привозил, перепродавал. Вот, там период рекетирства был. То есть это такой, на самом деле, очень серьезные годы такие были. Там надо было реально, была задача выжить. А сейчас уже люди вот пользуются социальными сетями, требуют там отставки какого-нибудь там человека, которому там лицо чего-то не понравилось, да, там. То есть люди когда этим занимаются? Когда у него уже, в принципе, вот хотя бы хлеб есть дома, он уже тогда лезет в телефон, высказывает свое мнение. Если у человека нету даже дома хлеба, он не лезет в телефон, он не высказывает свое мнение. Да. Вот. Как вы думаете, вот, судя по ситуации сейчас, демократии станет больше или меньше? Сложно сказать насчет демократии. Почему? Потому что это все зависит от нас. Если людям понравится, когда об них власть вытирает ноги, и они будут соглашаться с этим, демократии, естественно, будет меньше. Если люди будут всегда противиться тому, когда об них вытирают ноги, тогда, я думаю, демократия будет становиться больше. Вот. Все зависит от нас самих, от граждан, как мы будем воспринимать те или иные действия властей. Если мы всегда будем поддерживать власть в тонусе, то власть действительно будет слушать народ. Если не будем поддерживать в тонусе, то тогда власть может делать, что хотите. Вот. А это уже в любом случае приведет к какому-то там авторитарному режиму, тирании. Под противиться вы же имеете в виду активное противостояние?
или высказывание своего мнения? Нет, нет, зачем противостоять прям? Здесь не только, конечно, это должно быть там в Фейсбуке написал 5 строк, да, там. Нет, конечно. Ты должен, если ты хочешь, чтобы власть тебя слушала, ты должен ходить куда-то, где-то доказывать чего-то. То есть, если, допустим, решила мэрия вырубить возле твоего дома деревья, или хотя бы не возле твоего, а где-то подальше. Если ты вышел, проявил свою гражданскую позицию, то это уже хорошо. А если ты сидишь, ну, думаешь, да пофиг мне на эти деревья, да, там, с этого все начинается, с этого пофиг, да. Вот. Один раз они срубили у тебя дерево, они поняли, что вышло всего лишь 3 человека, а не 30. Они, значит, поняли, что никто за эти деревья не заступится. Значит, можно продолжать дальше. И с этих мелочей все начнется. Вот. Дальше они уже в твой дом залезут. Дальше они в твой дом залезут, конечно. Вот. Причем придумают для этого благие намерения. Вот. Как золотой квадрат? Ну, конечно. Да. Какие у вас планы на следующий год-два? Посмотрим. Сейчас в нашей стране предугадывать события вообще тяжело. Я попробую поучаствовать в парламентских выборах 2020 года, а там дальше уже будем смотреть, что из этого получится. А если вдруг, предположим, не получится, то чем вы будете заниматься? Я как раз сейчас активно хочу заняться английским языком. Я тоже этот вариант продумал, вариант Б. Надо будет тогда заниматься другими вещами. Ну, уже не депутатством, уже, конечно. Я не знаю. Я думаю, что, может быть, где-то это будет адвокатская деятельность. Может, это будет сфера, там, я не знаю, там, НПО. Может быть. Я еще пока четко для себя, ну, так, не определился. Но я думаю, что я не останусь без вообще прям без какого-то там... Ну, надеемся, к плану Б не придется. Вот. Всегда в жизни человека надо всегда вот предполагать, что есть горки. Жизнь на самом деле горки же. Ты сперва идешь вверх, а потом может у тебя все вниз пойти, да? И надо быть просто к этому готовым. Надо просто согласиться с этой реальностью и все. Потому что есть люди, которые не могут пройти потом в парламент, вот они привыкли, всю жизнь были чиновниками, им потом так сложно, у них потом сердце болеть начинает, они в больнице лежат. Да нафиг это нужно? Нет, жизнь-то продолжается без этого. Можно же и без депутатства делать какие-то хорошие вещи, правильно? Можно, да. Можно. Вот вы же делаете хорошие вещи, делаете. Спасибо. Вот. Спасибо. И финальное. О чем вы мечтаете? Если лично для себя? Да. Если лично для себя, я бы хотел бы уже вот под старость, чтобы у меня была семья крепкая, дружная, чтобы мы все вместе часто собирались. Вот это моя мечта. А если касается мечты глобальной такой, то я хотел бы жить в этой стране, и чтобы в этой стране не было никаких ни войн, ничего такого, конфликтов не было. Чтобы мы могли вот то, что задумали, то и делать, да, законно, естественно. Там, кто-то захотел предпринимательством заниматься, чтобы он не боясь это делал. Кто-то захотел сказать, что у нас президент плохо работает, он чтобы это не боясь говорил. Кто-то захотел, допустим, я не знаю, хайпануть, пусть хайпует, да, главное, что это никому другому не мешает. Вот. Но главное, чтобы мы друг друга не били, не избивали, не отбирали ничего. То я бы хотел бы жить вот в такой стране, на самом деле. И то, что у меня есть в моих полномочиях, по крайней мере, возможностях, я стараюсь что-то делать, что-то менять. Это может быть капля в море, да, на самом деле, 1 из 120, там, еще кто-то делает из 120, я думаю, не один я такой, да, там. Вот, и я думаю, много таких, но это все равно капля в море. Поэтому я делаю все то, что я могу, для того, чтобы жить вот в такой стране. Вот. Поэтому я с утра до ночи занимаюсь только этой работой. И я стараюсь делать больше не для себя. Если бы я делал бы для себя, я бы сейчас, честно, я бы не писал бы эти законопроекты, там, не писал бы письма, вообще там, людям бы особо не отвечал бы, соцсети свои выключил бы, я бы, не знаю, я бы ходил бы там, что-то выпрашивал бы, какие-то компании лоббировал бы, да, там, я придумал бы способы, как заработать, на самом деле. Вот, используя свою должность, злоупотребляя своей должностью. Но я этого не делаю, и поэтому я работаю с утра до ночи, и это не просто преувеличение, да, там,
Иногда я тоже, да, сплю. Бывает такое, что я сплю там до 9 утра. Я обычный человек, да, там, вот. И я не идеальный абсолютно. У меня тоже свои грехи есть. Это обычный, как у обычного человека, да, там. Все те грехи, которые присущи человеку, к сожалению, я же не какой-то робот, вот. Не пророк. Вот, так что вот такая у меня мечта.